Бисмилля, альхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валях. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлюль уқдатам мин лисани яфкаху каули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы с вами начинаем очередной урок. Да и второй у нас, иншаллах, около 25 минут. И на прошлых уроках мы с вами говорили о воспитании детей, о правах детей, о том, как нужно воспитывать, о воспитании детей. И то есть мои лекции, мои уроки, они были связаны с правами. То есть первый урок мы начали с прав Аллаха Субханаху ва Тааля. На втором уроке мы говорили о правах родителей. На третьих и четвертых уроках мы с вами говорили о правах детей, о воспитании детей. И сегодня хотелось бы в общем поговорить о правах родственников, о поддержании родственных связей. И Аллах Субханаху ва Тааля в суре Ниса в первом аяте говорит: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: бойтесь Аллаха, именем которого вы просите, и бойтесь разрывать родственные связи. И мы должны помогать родственникам. То есть мы говорили о правах родителей, о правах детей. Это все тоже заходит в поддержание связи с родственниками. То есть это тоже родственники, дети, это тоже родственники, родители, это тоже родственники. Просто мне хотелось их отдельно выделить и про них отдельно поговорить, поэтому я посвятил этому отдельные уроки. То есть отдельно мы с вами поговорили о правах родителей и о правах детей. Но сейчас мы будем говорить в общем от всех родственников. И мы должны помогать родственникам. То есть будто это мама, папа, дети, братья, сестры, тети, дяди и так далее. Проявлять милосердие к ним и обеспечивать их. Они наша сила и опора. Али, радийаллаху анху, сказал про родственников: они твои соплеменники, они твоя сила, и они помогают тебе в беде. Оказывай почтение благородным и щедрым из них, навещай больных и облегчай положение бедных, и не делай родственников своих несчастными из-за твоего отношения к ним. То есть в этих словах Али, радийаллаху анху, говорит, что если мы должны оказывать почтение к ним, мы должны навещать больных из них, помогать бедным, и не делать родственниками несчастными из-за своих каких-то поступков. И Аллах Субханаху ва Тааля, опять же, возвращаясь к тому аяту, который мы повторяем на каждом уроке, который мы с вами на первом уроке об этом аяте говорили, на втором уроке об этом аяте говорили, и опять же возвращаемся к этому аяту, это сура Ниса, 36 аят. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом с путником, странником и невольником, которыми овладели ваши десницы. Поистине Аллах не любит гордецов и бахвалов. В этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля перечисляет, то есть права Аллаха Субханаху ва Тааля. Поклоняйтесь Аллаху, делайте добро родителям, права родителей, права родственников, права сирот, права бедняков, права соседей. В этом аяте говорится о правах. И поэтому на каждом уроке мы возвращаемся к этому аяту. На первом уроке мы привели этот аят
взяли с него то, что Аллах Та'аля говорит о своем праве. На втором уроке к этому аяту уже вернулись, о правах родителей говорится в этом аяте также. И сейчас опять же возвращаемся к этому аяту, и здесь говорится о правах родственников. Делайте добро родственникам. И каждый из нас обязан поддерживать родственные связи. И чем ближе родство, тем больше внимания должны или должен уделять им верующий. Чем ближе это родство, тем больше внимания мы должны уделять людям. Поэтому я отдельно говорил о родителях, я отдельно говорил о детях, потому что это самые близкие, кто есть. Человек должен любить родственников и соблюдать их права с легким сердцем и со спокойной душой. И Аиша, радийаллаху анха, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о родственных связях такие слова: поддерживание родственных связей и благонравие преображают землю и продлевают жизнь. Этот хадис передал имам Ахмад. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизнь продлена, пусть поддерживает родственные связи. То есть в этих хадисах пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращает внимание на поддержание родственных связей и говорит: кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизнь его была продлена, то пусть поддерживает родственные связи. И поддержание родственных связей увеличивает взаимную любовь и привязанность родственников друг к другу и устраняет вражду и злобу между ними. Знаете же, что существует множество способов поддержания родственных связей. Приветливая улыбка при встрече, хорошее обхождение, благие слова, визиты и семейные встречи – это все поддержание родственных связей. Проведывая родственников и советуясь с ними, делая им добро, помогая нуждающимся и обмениваясь подарками со своими близкими, человек также поддерживает родственные связи. Это также является поддержанием родственных связей. Помогаешь ему в его нужде. Если он в чем-то нуждается, помогаешь. Если он нуждается в деньгах, даешь ему в долг. Поддерживающий родственные связи должен снисходительно относиться к ошибкам и проступкам родственников, прощать им их оплошности, поступать с ними справедливо и беспристрастно и обращаться к Всевышнему с мольбой за них. Также из поддержания родственных связей является также мольба за них. Просить дуа у Аллаха субханаху ва тааля за них. И сколько мы аятов привели, сколько мы доводов привели из Корана, сколько мы привели доводов из сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И несмотря на все эти аяты и хадисы, многие люди остаются черствыми, холодными по отношению к своим родственникам. Они не вспоминают о родственниках и не интересуются их делами. А ведь это величайший позор. Всевышний Аллах даровал человеку высокое положение, влияние и щедрый удел, а он отказывается поддерживать отношения со своими родственниками и не желает встречаться, не желает общаться с ними. К сожалению, находятся люди, которые не только отказываются делать родственникам добро и помогать им, но и не признают, что их связывает с ними кровное родство. То есть некоторые вообще отказываются от родства, считая, что какой-то человек, являющийся его родственником, он говорит: нет, он мне не родственник. То есть отказывается, не просто не общается со своими родственниками, не просто не поддерживает отношения, а доходит до того, что даже отказывается от своих родственников. Разрыв родственных связей – это беда и разрушение.
На порывающего родственные связи ложится проклятие, и Всевышний ослепляет его взор и сердце. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم. Может быть, если власть будет принадлежать вам, и если вы отвернетесь от веры, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи. И таких Аллах проклял и лишил слуха и ослепил их взоры. И также рассказывает о Ибн Мас'уде, радийаллаху анху, Абдулла ибн Мас'уд, один из величайших сподвижников, что после утренней молитвы он сидел в кругу сподвижников и говорил: «Я заклинаю Аллахом, порывающего родственные связи. Пусть он уйдет от нас, пусть он уйдет от нас, ибо мы хотим обратиться к нашему Господу с мольбами, а небесные врата закрыты для порывающего родственные связи». Для порывающего родственные связи закрыты небесные врата. Аллах Субханаху ва Тааля не отвечает на его мольбы. Человек, который разрывает родственные связи, Аллах Субханаху ва Тааля не отвечает на его дуа. Быстрее всего верующий получает награду, и быстрее всего верующий получает награду за поддерживание родственных связей. И самое быстрое наказание постигает порывающего родственные связи. Однако многих людей это не останавливает. Они разрывают отношения с родственниками по самым ничтожным причинам. Из-за нескольких слов или незначительного проступка. Из-за каких-то бытовых вещей, из-за имущества. Из-за этого разрываются родственные связи. И пусть этот человек помнит, когда разрывает родственные связи, слова Аллаха Субханаху ва Тааля, что Он проклял того, кто разрывает родственные связи. Они не понимают, что из-за их поведения между ними и их родственниками возникает вражда, и они заслуживают проклятия. Всевышний лишает таких людей своей милости, и их ожидает скверный конец. Всевышний Аллах сказал: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. А тем, которые нарушают завет с Аллахом, после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятия и скверная обитель. И Али ибн аль-Хусейн, Зайнуль Абидин, завещал своему сыну, сказал ему такие слова: «Не дружи с порывающим родственные связи, не дружи с порывающим родственные связи, ибо я обнаружил, что он трижды проклят в книге Аллаха». Дорогие братья и сестры, у каждого из нас есть родственники. Это братья, сестры, тети, дяди и их дети. Помимо них у вас есть и другие родственники. И как же вы относитесь к ним? Поддерживаете ли связь с ними? Соблюдаете ли их права должным образом? Или пренебрегаете ими и проявляете несправедливость? Можете ли вы пренебрегать правом родственников? Ведь вы боитесь Аллаха и надеетесь на Его награду. Все мы боимся Аллаха и надеемся на Его награду. Но соблюдаем ли мы права родственников? Поддерживаем ли мы с ними связь? И также мы знаем, какой почет в обоих мирах уготован поддерживающим родственные связи. Поэтому я думаю,
что мы не можем пренебрегать родственными связями и тем более порывать их. Всевышний Аллах обещал поддерживать связь с тем, кто поддерживает родственные связи, и порывать связь с тем, кто порывает родственные связи. Истинный мусульманин не может допустить, чтобы Всевышний порвал с ним связь. Поэтому он всегда поддерживает родственные связи. Мы должны обратить внимание на это, на то, как мы относимся со своими родственниками, в какие у нас связи, поддерживаем ли мы связь с ними. Ведь от этого зависит, поддерживает ли нас Аллах Субханаху ва Тааля. Доволен ли нами Аллах Субханаху ва Тааля? От Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто будет поддерживать родственные связи, он говорит, родственные связи от милостивого, от Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал: кто будет поддерживать вас, с тем я буду поддерживать связь. Кто будет поддерживать вас, то есть родственник. Тут имеется в виду о родственных связях. Кто будет поддерживать родственные связи, с тем я буду поддерживать связь. А кто будет порывать их, с тем я порву связь. И этот хадис приводит имам Аль-Бухари. Истинный мусульманин, он поддерживает родственные связи. Он не порывает их, а напротив старается восполнять любое упущение в соблюдении прав родственников. Потому что он помнит слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Ман кана ю'мину биллахи валь яумил ахири, фальясил рахимах, ва ман кана ю'мину биллахи валь яумил ахири, фальякуль хайран ау лиясмут». В сборниках имама Бухари и Муслима приходит хадис, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто верует в Аллаха и в последний день, то есть в судный день, пусть поддерживает родственные связи. Если человек верит в Аллаха и в судный день, пусть поддерживает родственные связи. Это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И кто верует в Аллаха и в последний день, пусть говорит благое или молчит. У многих есть родственники, с которыми они не поддерживают отношения, не навещают их, не приглашают в гости и не приносят им никакой пользы. Если мы посмотрим такого человека, почему он не общается с родственниками, он ответит: они не приглашают меня к себе и не навещают меня, так зачем я буду приглашать их? Или же он скажет: я не раз делал им добро, но при этом я не видел от них ничего, кроме зла. Я поддерживал с ними связь, а они не желали общаться со мной. Я пришел к ним как-то, но не застал их дома, а в другой раз я пригласил их к себе, но они не пришли. Так почему я должен тратить на них свое время и силы? Он говорит это, забывая об указаниях посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, относительно родственных связей. А ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил, что по-настоящему поддерживает родственные связи не тот, с кем поддерживает связь его родственниками, а он лишь отвечает им тем же. То есть, если они делают ему добро, он делает им добро в ответ. А стоит им прекратить помогать ему, как он тут же прекращает общаться с ними и помогать им. Истинный мусульманин должен поддерживать связь с родственниками, независимо от того, независимо от их поведения и их отношения к нему. Абдуллах ибн Амр, радийаллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не тот поддерживает родственные связи, кто отвечает тем же. По-настоящему поддерживает их тот, с кем его родственники эти связи порывают, а он их связывает. И этот хадис передал имам Бухари.
Еще раз напоминаю вам, что поддерживание родственных связей увеличивает удел человека и продолжительность его жизни. Анас, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизнь продлена, пусть поддерживает родственные связи. И каждый из нас должен обращать на это внимание и стараться поддерживать родственные связи по максимуму. А не так, что если кто-то с ним отношения не поддерживает, он говорит: я тоже с ним тогда не буду поддерживать. Нет, настоящий, кто связывает родственные связи, это тот, кто поддерживает их, при том, когда его родственник их обрывает. Я хочу закончить свой урок, свою лекцию хадисами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, относительно родственников. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: самый лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своей семье, а родственники – это семья. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто верит в Аллаха и в судный день, пусть поддерживает родственные отношения. И также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, обращаясь к мусульманам, он сказал: о мусульмане, сохраняйте родственные связи, поистине это удлиняет жизнь и увеличивает пропитание. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.